Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Добрый вечер. Сегодня 10 ноября 2023 года, 20:00 по Берлину, 21 час по Джахару. Так, стрим у нас вещает в YouTube на канале Reality и в TikTok на канале Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Так, на время 2 часов я сказал перед началом Мавидину, алейкум ассалам, перед началом, как обычно, пока вы все собираетесь, я хочу вам рассказать сообщение с поля боя, которое нам представляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Привет, приветствую всех, друзья. Итак, за прошедшие сутки на 10 ноября 2023 года уничтожено 800 оккупантов. Итого их цифра достигла 309 520 с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день. 309 520. Один танк уничтожен, 3 боевые бронированные машины, 14 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 2 БПЛА, 1 крылатая ракета, 23 автомобильной техники и 1 спецтехника. Это все за прошедшие сутки. 800 человек, 800 оккупантов уничтожено в Украине за прошедшие сутки. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья, с чем я вас всех и поздравляю. Так, пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки, распространяйте ссылку, вот прямо сейчас возьмите, если не сложно, друзья, все, кто не находится в фашистской России. Распространите ссылку в WhatsApp, Facebook, везде, просто расшарьте ее, как это принято говорить. Расшарьте, потому что нам всячески мешают распространять наши видео, всячески нас пытаются задвинуть в серый бан, черный бан, запрещать на территории фашистской России наш канал. Поэтому постарайтесь максимально помочь нам распространить правду. Пусть у них много денег и много фабрик троллей, а у нас есть совесть, честь и идея, за которую мы трудимся. Вайнах ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Так, Хамзат, Андро, Дариус, Шамиль, я вас всех сердечно витаю. Ва алейкум ассалам. Всем шалом. Так, я хотел, смотрите, мне прислали видео, хотел вам рассказать, очень интересное видео. Мария Захарова, да, ее, по-моему, зовут. Вот эта, которая представляет банд учреждения. Тех, кого они же сами. Банд учреждения Министерства иностранных так называемых дел. На самом деле это реально террористическое управление, террористическая организация, которая имеет сети почти во всех странах мира. Они занимаются разведывательной, террористической, диверсионной, провокационной, дезинформационной и любой абсолютно вражеской для любого государства деятельностью. В одних странах больше, в одних странах меньше, но несомненно только этим они занимаются. И давайте вот об этом поговорим. Дело в том, что на протяжении долгого времени это такой сложный вопрос, который миру придется решить. И дать ответ на этот вопрос придется миру. Не знаю, насколько это будет болезненно для чеченцев, или может это даже будет фатально, смертельно для чеченцев. Но на этот вопрос должны ответить в этом мире. В этом двойных, тройных, пятистандартных отношений в мире. И нам всем придется услышать ответ. Дело в том, что весь этот земной шар, хотя люди не любят об этом говорить и брать на себя ответственность за все это, то, что произошло. Дело в том, что
вот сейчас сегодняшняя угроза миру, Европе, Ближнему Востоку, Украине, Западу, ну, всем, Грузии, Казахстану, всем просто, вот почти всему миру, почти, скажем, всему миру. Вот эта проблема начиналась именно на нас. И весь этот мир промолчал. Я это много раз говорил, я это сейчас говорю не для очередного упрека и не для того, чтобы очередной раз вам это напомнить. Просто это никогда не забывайте, это у вас должно, это факт, это исторический факт, с которым мы столкнулись, наше человечество столкнулось. И той разменной монетой, той жертвой, которую отдали на съедение людоеду, был чеченский народ. Но дело в том, что это всегда имеет последствия. Как это имело последствия для Украины, которая не слышала нас. Как это имело, сейчас имеет последствия на Ближнем Востоке. Израиль, евреи несут колоссальные потери. Уже понесли колоссальные потери. До сих пор война, кровь льется, и репутационные, и человеческие, ну все несутся, и экономические, ну все, как вы понимаете, война есть война. Ну, точно так же наша Европа, наша старая Европа, которая приютила здесь очень много чеченцев, за что огромное спасибо. Мы хоть и говорим плохое, но мы про хорошее тоже должны говорить. Обязаны говорить. Есть чеченская пословица: тот, кто не понял добра, сделанного ему, тот не поймет и зла, которое ему сотворят. А зло, как обычно, как мы знаем, должно быть наказано. И вот точно как мы помним зло, что должно быть наказано, так же и добро должно быть помниться, и мы всегда должны это помнить. Дело в том, что приняли здесь в Европе несколько сот тысяч чеченцев. Одни говорят 300 тысяч, другие говорят 420 тысяч уже здесь в Европе. Каждый день чеченцы уезжают, мне звонят каждый день, до сих пор едут, выезжают. Сейчас в последнее время это молодежь призывного возраста, которую гонят на убой. И это такая скрытая проблема, о которой ни одни блогеры вам не расскажут, никакие там правозащитники об этом не будут вам трубить. Но эта проблема, она реально вот ежедневно происходит. Ежедневно чеченцы выезжают. Так вот, это тоже другая история. Дело в том, что нас здесь приняли как людей, которые пострадали, которые строили демократическое свободное государство, и другое якобы демократическое государство решило, что это как бы не должно быть существовать вот этого государства, Чеченской Республики Ичкерия, и мы должны ее сделать там своей какой-то колонией, посчитала Россия, и мы вот оказались, вот многие оказались здесь, в Европе. И дело в том, что на протяжении всего времени Запад играл в двойные стандарты. При том, что он нас поддерживал, и все основания у нас были иметь свое государство. Да? Мы раньше всех построили государство, но это тоже все всем известно. У нас просто предельно прозрачно, юридически на высоком уровне все подготовлено в юридическом формате. Необходимые процедуры, все соблюдено для того, чтобы мы были полноценным государством. И все, какие государства имеются вот на этой земле, у них есть те же процедуры, даже меньше легитимные, чем у Чеченской Республики Ичкерия. Ну вот, несмотря на это, нас признавали россиянами и принимали нас. Принимали. И происходило следующее. Огромный поток людей, который попал в Европу, вот этот поток людей ощущал себя ущемленными Россией, фашистской Россией, оккупацией этой страны. Мы все помним каждодневные видеовыпуски, гибель наших людей, там, бомбардировки, война, короче говоря, самая настоящая. Как сейчас происходит она в Украине. Вот такая же война была у нас. Но потихонечку нас оставили в покое. Наше сопротивление само, которое было доведено от той жестокости, которая проявлялась к нам по отношению со стороны России,
и тем безразличием, которое весь мир, который имеет миллиардные просто бюджеты, имеет международные институты, которые бездействовали, потакали фашистской России, потакали, реально помогали нас уничтожать. Не прямо брали, там, давали им автомат, там, или, ну, по-всякому, от политической, информационной и так далее. Плюс русские сами не сидели без дела. Русские всячески просто преподносили нас людоедами, террористами, исламистами. И наше сопротивление, национально-освободительная война, которую мы вели, она была не в наших умах, а в умах окружающих людей была переведена в какую-то религиозную войну до судного дня, где мы будем сражаться там со всеми кафирами. Это точно так же, как ФСБ, которая взорвала своих же русских женщин, детей и стариков. Путин вышел и сказал, что мы имеем дело с бешеными зверями, это мы. И в этом должно быть не просто государство должно принимать участие, а весь русский народ, он сказал, весь российский народ должен быть. То есть вот эти КГБ, ФСБ с миллиардными бюджетами, которые выделялись, армия, они не справлялись с чеченским народом, и нужно было привлечь весь русский народ. Потом это же ФСБ сделало уже не весь русский народ или российский народ, а уже всех кафиров, то есть всех не мусульман, которые не мусульмане. Потом это уже разделилось уже на определенных даже мусульман, которые там и так далее, и так далее. Короче говоря, подменили повестку, так сказать, повестку нашего сопротивления, нашей борьбы. Что привело, как понимаем, да, если нету пункта назначения, то вы никогда не доедете до конечного пункта назначения, если его не существует. Да, и будете воевать со всем миром. Глупо, обидно, но постгеноцидный народ, который нес колоссальное сопротивление, давление, он поддался этому. Поддался. Не все, далеко не все, но поддались некоторые. И вот здесь, в это время, вот сейчас я как человек, который находится в этом социуме, в этом всем, в этом чеченском политикуме, скажем так, который пытается разобраться, могу вам ответственно заявить, если вы независимы, если вами не управляет турецкая или русская спецслужба, или еще какая-либо другая спецслужба, то у вас большие проблемы. Большие проблемы. И только лишь благодаря тому, что ситуация в Европе изменилась, кардинально изменилась, у меня этих проблем нет. Вот у меня нет крыши вот из тех перечисленных спецслужб, но у меня нет проблем, потому что я в принципе попал в правильное русло. Да? Ситуация изменилась. Я-то был на этом. Просто вот весь мир стал на нашу же линию, на нашу чеченскую линию. Почему я это так долго рассказываю? Чтобы было понятно, что появились симулякры в чеченском политикуме, которые говорят от имени чеченцев, которые связаны с Россией и с Турцией. В том числе связаны и с другими, конечно же. Но признавая нас частью фашистской России, весь Запад связал себе руки и имел дело только с теми, кто связан с Россией. Вот с чеченцами, которые здесь являются беженцами, они бы заслуживали уважения и доверия у европейских, у немецких, в том числе, служб, если вы заходите в российское посольство. Не важно, что у вас есть большая борода, вы там говорите какие-то религиозные, экстремистские даже лозунги. Важно, что у вас есть контакт в российском посольстве, и вы, вот это лицо, сдает людей, которые не связаны с Россией, и они искренне готовы бороться против России. Просто вот эта ваша борьба, вот наша борьба, она перепреподносится в религиозном виде, и вот этот с Россией связанный чеченец, имеющий отношение к российскому посольству, он сдает немцам вас, условно говоря. Все пока условно. И в этом случае немецкие спецслужбы или немецкую полицию устраивает вот этот чеченец, потому что он не представляет никакой угрозы
Хотя понятно, что он связан с российской спецслужбами, он россиянин, хоть он там изображает из себя строителя халифата. А вот эти чеченцы, которые религиозники и не подчиняются фашистской России, они представляют угрозу, потому что они могут напасть и на Европу, и на Германию. Понимаете? И вот таким вот образом всех независимых чеченцев под разным соусом, религиозным соусом, экстремистским соусом, каким угодно соусом, начинают просто демонстративно, методично, схематично, системно выдворять, выкидывать в Россию. И многие понимают, что вот ты уже вляпался, и тебе нужно получить, вот тебя сейчас отправят в Россию. А тебя ждет там смерть, высшая мера наказания тебя там ждет. Потому что ты на самом деле выступал против. Может, воевал ты против этой России, может, ты что-то там делал, еще что-то против России. И вот эти люди, им кто-то потихонечку склоняют, там, им объясняют, там, вот если там получить справку в российском посольстве, и немецкие власти тебе говорят, ну вот сходите в российское посольство, получите там справку, что вы там такой-то, сякой-то. И хотите вы или нет, вас потихонечку подгоняют под Россию. И теперь, вот это все вам рассказав, я дам вам послушать Марию Захарову, с которой я начал вот этот весь свой спич. Давайте послушайте, вот с учетом того, что я вам сказал, внимательно послушаем, что она говорит. И вот тогда вы лучше поймете, и я потом вам объясню, кто не понял до конца, что же имела вот эта алкоголичка в виду. Давайте послушаем. Сейчас прибегают с теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособия, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят, заберите, пожалуйста. Это не все, сейчас я дальше скажу. Здесь Мария Захарова говорит, что западные страны, которые реально нас поддерживали, и в этом она абсолютно права и честна, это только единственное, в чем она честна, что нас принимали и теперь говорят, заберите обратно. Понимаете? И она не говорит, что мы готовы принять. Вопрос здесь стоит, что она это начинает обсуждать и обвинять Запад. Говорит, это же ваши люди. Понимаете, о чем речь? Вы же их принимали, говорит. Но дело в том, что большая часть вот того, кого принимали, да, которые здесь оказывались, не большая часть, но определенная часть, которая сейчас видна, эта часть является агентурой России. Именно поэтому Мария сейчас не хочет об этом, не хочет говорить, ну давайте, раз вы террористов, бандитов, если те говорят, мы вам хотим отдать, ну заберите, обрадуйтесь, русские, что же вы? Давайте дальше послушаем. Пожалуйста, редко говорят, просто заберите, мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. Ну, подождите, вы же сами у себя в Западной Европе, в Северной Европе создавали буквально анклавы диаспоральные, собирая там отъявленных террористов, или пособников террористов, или людей явно экстремистских воззрений. Вы сами создали питательную среду для размножения этой идеологии. Мы-то тут теперь при чем? Вы же нас тогда 10 лет буквально терроризировали своими оценками происходящего на Северном Кавказе, говоря о том, что мы там якобы душим свободы. Интересно, правда? Будет так же... Как вы поняли, Мария Захарова не очень рада тому, что Запад хочет выдать. А выдавать будут в большом количестве много людей, друзья.
большому сожалению, будут выдавать даже тех, кто реально не должен попасть в руки фашистской России. И мы об этом предупреждали. Но главное, что будет происходить, будет выдача особо одиозных, с Россией связанных товарищей. Сейчас мы видим этих людей, которые не гнушаются, сидят открыто. Знаете, если вы являетесь здесь свобода слова в Европе, она очень ценится. Это просто такая священная корова, свобода слова. И если вы являетесь блогером, то это такая вот для вас защита. Сейчас очень много людей в ТикТок, например, в YouTube, которые и связаны с Россией и занимаются блогерством. Они не гнушают, им не нравится, когда я говорю: Господи, благослови Америку. Им не нравится, когда я справедливо поддерживаю Израиль после того, как против него совершен ужаснейший террористический акт, который унес 1400 абсолютно гражданских людей, абсолютно некомбатантов. Им не нравится вообще, что мы говорим и делаем. Им нравится, когда говоришь там иншаллах, машаллах. Например, есть такой один деятель, который считает себя кронпринцем, который говорил, что ему религиозное вот это мое, то, что я говорю: Господи, благослови Америку, ему не нравится, потому что он строитель халифата. Здесь, в Европе, человек, чей отец был президентом Демократической Чеченской Республики Ичкерия, совершал провокационные действия против меня, только его вот так подначивали сзади. Абсолютно безосновательно, я ему не сделал абсолютно ничего, только лишь для того, чтобы вот, продемонстрировать свою приверженность к халифату, к исламу там, и так далее. Таким образом, эти все люди, это полезный товарищ, я не думаю, что он работает на русских, но не обязательно вам лично нужно работать на русский. Достаточно, что вокруг вас есть деятели, представители российских спецслужб, которые помогают вас, там, ваши друзья, они там и так далее. Они вам не говорят, что они вас ведут, поддерживают. Навыки, их опыт жизненный не дает им выйти за рамки того, что они имеют. Весь ваш мир заключается в том, что вы знаете, все, что вы представляете. Дальше вашей фантазии вы не можете выйти. И вот у них это все ограничено. И есть как действующие упорно, активно, осознанно действующие и представляющие нас, чеченцев, какими-то радикалами, антисемитами, фашистами там, и так далее, и так далее. А есть неумышленно, которые вот это все делают. И вот благодаря вот этим людям, которые не хотят слышать, им просто, но они не могут я не знаю, ненависть какая-то, может какое-то эго их заставляет, может просто не понравился им человек. Я тоже не червонец золотой, чтобы всем нравиться. И может быть где-то я, груб был, может еще что-то не понравилось, мои позиции где-то были не согласны. Хотя я всегда пытаюсь быть предельно вежливым со своими соратниками и союзниками. Я предельно невежлив и даже и с ними бывает, предельно жестко пытаюсь с оппонентами себя представить, чтобы меня никак не спутывали, потому что они всячески меня всегда пытаются с собой как-то ассоциировать, чтобы представить миру нас, что мы заодно. Нет, мы не заодно. Мы не заодно. Вот эти религиозные представители, у меня нет проблем с религией. Я мусульманин, я суннит. Хоть вы хотите меня представить кем угодно, чтобы дискредитировать в глазах и мою позицию, и меня там, чтобы там еще как-то. Много уже лет это команда Закаева, ФСБ, вся вот это. Все, кто абсолютно никакой пользы чеченскому народу не приносит, они пытаются меня дискредитировать как-то и так далее. Поэтому у меня нету цели кого-то там опорочить там или быть необъективным. Так вот, эта вся ситуация,
она накладывает отпечаток на то, что сейчас нас будут и невинных людей тоже будут сейчас депортировать в фашистскую Россию. И вот сейчас Захарова говорит, что мы не хотим, но вот она выдает. Западные службы уже определили людей и будут выкидывать. Она говорит, ну вы же вот уже были, не знаю, кто там будет. Может быть, там Закаев окажется в списке этих людей. Может, окажутся другие еще какие-то фамилии, которых Запад захочет отправить. Как россиян. Потому что на самом деле они россияне. Если они работают на Кремль, то они, эти люди, должны жить в России. Им здесь место в свободной Европе не должно быть. Здесь ты за Россию. И вот опять же речь идет о тех, кто невиновен. Невиновен. И сейчас некоторые садятся, начинают вести блогерскую деятельность, не гнушаются, что они кадыровцы, там, мудыровцы, там, третьи, заугаевцы, еще какие-то, кутаевцы. Без разницы им какие-то. Главное, чтобы вот какой-то вот информационный фон создавать для чего-то. И вот сейчас мы вот наблюдаем вот эту картину, что вроде бы уже Россия забыла про чеченцев, вроде уже нет никакой Ичкерии, ну уже все, всех победили, собиратель земель узких Владимир Путин уже собрал, все присоединил, все у них нормально, чеченцев нет, все вымерли чеченцы. Нет, чеченцы не вымерли. Чеченцы есть, и мы все видим, и мы все слышим. Да, мы не говорим это, достаточно тех немногих наших голосов, чтобы вы знали реальное положение вещей, кому это интересно. Кто не хочет это слушать, да, верить, что Кадыров, там какой-то там Демельханов там, или Закаев там что-то решают в чеченском обществе. Это неправда. Ни эти, ни те, не имея колоссальные ресурсы, они ничего не решают. Чеченский народ есть, был и будет. Да, мула, да, мула. Ладно, друзья, давайте почитаю ваши комментарии. Я надеюсь, я смог вам донести позицию, которую вот Машка нам рассказала, что она имела в виду. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, спрашивайте. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, шайвига машворшо. Так. Привет из Литвы от агента ФСБ по словам литовского закаевца. Дариус из агента ФСБ по словам литовского закаевца. Дариус, это ты о себе говоришь? Ты литовский закаевец, что ли? Ну, ты, значит, нежелателен на этом канале, если это не шутка с твоей стороны. Нежелателен, я надеюсь. Так. Ассаламу алейкум, людям доброй воли, все будет Ичкерия. Алейк салам, Дима, приветствую тебя. Под религиозно-экстремистским соусом выдают России. А сам почему за твоей спиной американский флаг? Есть флаг Чили. Есть, конечно, если ты обратил внимание, он и здесь есть. А во-первых, это красиво, тебе не кажется? Мне это очень нравится. Это видео за года 2, по-моему. Да? Не слышал. А что теперь, что будут делать чеченцы в Европе? В Америку уезжать? Я не знаю.
Она, Маруся, говорит, нам русским не нужны сбежавшие, но тюрьма большая, для всех там места хватит, так что новый геноцид будет совместно с ЕС всего Кавказа. Шамиль, ну, отчасти могут пострадать невинные люди, но с другой стороны, здесь огромное количество пророссийских беженцев, которые должны вернуться в свою Россию. Не нужны здесь пророссийские, мыслящие за Россию, работающие на Россию люди. Здесь они в данный момент они представляют угрозу. Салам, Баку, салам. Так, друзья. Так, тролли, как обычно, на месте. Очень своевременно. Тролли, если бы не вы, это было бы очень скучно на нашем канале. Я очень рад, что вы есть. Для того, чтобы показывать, что мы работаем в правильном направлении. Очень правильно делано. Люль Маютик Хейриаль беспредельничает здесь. Решил изымать участки с домами в Грозном только потому, что ему не понравилось, как они бедно живут. Дель Дел Кел Маизби Мискна. Сунцайз. Не слышал. Милтон. Супер, все. Спасибо. Не волнуйся, мы тут. Да, Элла, это очень правильно. Без троллей пророссийских мой канал был бы ну, не полностью работал бы он против вашей фашистской русни. Да, это точно, не говори. Будет скучно без пророссийских. Правильно вы делаете, гордитесь, гордитесь. Вы молодцы, Деон. Чем вам еще гордиться? Вы были у самого Аслана на канале, писали ему комментарии по заданию «Гибни, Деон». Молодцы, Деон. Это вам зачтется, потом будете, да, вспоминать. Да, помнишь, когда? Помнишь, да. Он даже разрешал нам быть у себя на канале. Работайте, работайте, пишите комментарии. Вы молодцы, Дион. Работайте. Основном пророссийские беженцы в Европе это русские или среди них есть другие народы. Пророссийские беженцы, конечно же, есть не только русские, но есть и чеченцы. Ну, все есть, все, почти все. Здесь очень много под видом чеченцев сдалось других национальностей. Эти люди себя идентифицируют как россияне. Вообще без проблем, без зазрения совести. Есть среди них там дагестанцы, ингуши, третий, десятый, которые реально являются политическими беженцами, являются идейными противниками оккупации своих республик. Но их очень маленький процент таких людей. В основном все приезжали сюда, потому что там война была, экономическое положение было трудно, и вот ты получаешь здесь позитив и живешь. Дальше ты налаживаешь контакт, все твои родственники там, ты себя идентифицируешь как россиянин, ты ездишь туда, посылаешь туда деньги, оттуда приезжают люди, третье, десятое, и очень удобно таких людей склонять для того, чтобы помогать своей стране. Сейчас в это время, в это тяжелое время для России нужны каждый человек.
И вот эти пророссийские, которые, вот я это все вступление своего сегодняшнего стрима специально вам рассказывал, для чего это делать, что эти люди фактически беженцы, пострадавшие от Российской империи, которые сюда приехали, они оказались здесь абсолютно никому не нужные. Абсолютно. Вот полностью, игнор полностью. Вот мы видели, как приезжали, я как раз когда приехал, это был 15-й год, из Сирии тогда приняли около 1 миллиона беженцев. Я видел, какое было отношение к этим людям. Как на всех языках, на арабском языке, во всех учреждениях было написано на арабском языке. Ну вот все просто делалось. Нас было мало, конечно же, по сравнению с миллионом арабов, например, там несколько десятков тысяч чеченцев. Это, ну, конечно, это в разы, в десятки раз, сотни раз меньше, да. Ну, может быть, там несколько десятков раз меньше. Поэтому для нас, может, всего этого делать необходимости как таковой не было, но никакой интеграции за Германию, там, за Францию, могу сказать, ну, очень слабо все это делалось. Люди были оставлены один на один. И те чеченцы, те кавказцы, которые здесь находились, которые были связаны с Россией, Россия их рекомендовала. Меня, например, Россия упорно, я убежден просто, у меня нету конкретно прямых доказательств, ну где-то я что-то слышу, где-то замечаю, ну и предполагаю. Меня, например, всячески пытают, что вообще я экстремист, что я там плохой, там что-то не хотят со мной иметь дело там и так далее. Например, у нас здесь в Берлине есть правозащитные организации, которые работают с Россией. И я пытался к ним обращался, приезжал туда, в Берлин, встречался. Ну, такое холодное ко мне обращение, ответ. Им проще послушать русского специалиста по чеченцам, чем чеченца, которого в российском посольстве не приветствуют, скажем мягко. Им русского. Это как если представить, допустим, нацистской Германии, гитлеровской Германии, например, принимают информацию или экспертом назначается немец. Он лично, может, он не убивал при Гитлере, да, не убивал евреев, да, может, даже он где-то осуждал это. Ну, сами понимаете, нацистская Германия, как можно это осуждать? Не согласен, да, на кухне где-то у себя сказать. Дальше действий предпринимать это опасно. Ну вот точно так же получается вот немец, который говорит за евреев. Вот он о правах евреев обсуждает. Нацистская Германия, гитлеровская. И причем этот немец не говорит ни про еврейский, не знает ни культуру евреев, ни их язык, ничего про них не знает. Но он знает то, что он читает в немецких книгах, что написано про евреев. Вот такие вот эксперты представляют, например, чеченцев. И вот эти вещи сейчас уже начали обращать внимание, конечно же, но очень слабенько сейчас все еще, пока мы это видим, да, очень слабенько. Мозг глаз боху. Есмин мозг хила, мозг глаза, мозга хили ез. قيتي حبروستا لشيات مو بوحات شو حيوق شويك ديوشتك دعلات سكوارت تاعو تسندر وتبعتن ветер сквознякью цуна хулёны лаш бать цунась. Не видел я Хасхава, не видел я. Ну ладно, сو عشت بارا حيالين دلا حيالين حنان هدي دون عامل يقوى إذا حقيقة قشنده. Иштхалду. Поэтому вот эти вещи мы все должны четко понять. Нет, это просто слова другого литовца, пару слов сравнения Закаева с аферистом, а я уже стал агентом ФСБ. Я не понимаю, о чем ты, Дариус. Если вы поддерживаете Закаева, я просто не могу понять, может, что у меня что-то с восприятием написанного. Нет, это по словам другого литовца. Пару слов сравнения Закаева с аферистом.
и я уже стал агентом ФСБ. Это вы сравнили Закаева с аферистом, и вас назвали агентом ФСБ. Правильно я понял? Но это, если это так, то именно это и меня постигло. Мне предложили работать на российскую разведку, я отказался, и я начал, везде про меня начали распространять слухи. Причем распространять слухи, что вот лично им докладывали из ФСБ генералы, что он является, фактически у них какие друзья интересные, да? Я работал и адвокатом, и правозащитником, и учился на юридическом факультете. Вот не дожил я до того времени, что у меня друг КГБшник был. А вот у людей есть друзья КГБшники, которые им докладывают. А я вот почему-то всегда думал, что у КГБ нет друзей. А есть только агенты и потенциальные агенты и враги. Все. Нет никаких друзей. Не бывает у них. Нет такого понимания у них. Понимаете? Окаря юр моего босю. Со хешуя собаде. Ажитам еще ахобо. Соу уир вуол шхоль ночи махтра маа уир вуол шхоль. К мужчине дешать обращаться. حيالي حينانا حيالش حولات عبيست خلويشي وي مجو يومش دي تولله وجو تيمق عينك конкретно бог швала хай вой консультации или шишинина хатдулиши. Витаю, Анатолий. Так, давайте дальше. Аслан Вилович Хасхицу. Аслан, ты видел аватарку сектор Кавказа? Нет, не видел, демократ. Не видел. Но, смотрите, то, что поднять чеченский народ на эту провокацию против Израиля, представьте, и если мы поддерживаем сейчас вот те действия, которые совершили террористическая банда Хамас, иранско-российская ЧВК Хамас, то фактически мы признаем за нами ответственность за убийство 1400 человек. Можете представить себе? Можете просто чеченцы представить? Более того, все преступления, которые совершены против нас, мы этим нивелируем. Мы, значит, если мы одобряем это, никогда ни один наш боец не убивал женщин, детей и стариков. Мы всегда соблюдали правила ведения обычая войны. Всегда. Это был наш конек. Не эта война. Все 400 лет, когда еще международного права не было, а правила и обычаи ведения войны, они формировались на протяжении 1000 лет. И всегда мы их соблюдали. И как ислам нам это предписывал, и как наш кодекс наш чеченский это предписывал, мы всегда это соблюдали. И никогда мы не убивали женщин, детей и стариков. Даже когда они наших убивали. Единственное, что мы требовали нас не убивать. А они убивали и своих женщин, как бы не было, и своих детей. И вот этот ужаснейший теракт, совершенный в Беслане, однозначно убийц женщин и детей Беслана, матери Беслана это говорят, осетинки, это не я говорю. И Европейский суд по правам человека говорит, в который подали вот эти матери Беслана, Элла Касаева там есть, по-моему, ее так фамилия, которые выиграли этот суд, и там убийцей назван Путин и российские спецслужбы. Ни одного ребенка, женщина, никогда чеченцы не убивали. Умышленно, целенаправленно. Все, что произошло в Израиле на день рождения Путина, это акт геноцида, чистейшей воды, кристальный просто акт геноцида, который никто не может оспаривать. Убийство женщин, детей, стариков, всего живого, только лишь из-за того, что это израильтяне или на израильской земле. Там были и другие. Просто это зверство, самое настоящее военное преступление и акт геноцида. Мы к этому никакого отношения не имеем, никак не поддерживаем. Нам очень жаль, что бомбят сейчас женщин, детей палестинских, арабских детей. Очень жаль, сочувствуем, сожалеем, призываем соблюдать Израиль, права человека, ведение правила
и обычаи ведения войны, все такое. Сегодня с невероятным удовольствием смотрел новости, когда представитель Цахал говорил, что представляется пауза. Представляете? Гуманитарная пауза, так называемая, на 4 часа, где могут люди выходить. С Хамас будет покончено, нравится кому это или не нравится. Все, кто поддерживает Хамас, являются такими же террористами, как этот Хамас. Но при всем при этом пытаются соблюдать их вынуждают, и очень хорошо, что их вынуждают, и что они соблюдают, хоть это им и тяжело, теряют своих людей, между прочим, потому что эти 4 часа, пока вы выводите, гуманитарная пауза, выводите людей, в это время ваш противник, он мобилизуется, где-то там передислоцируется, подготавливается и наносит удар. А у армии, у генерала, у военного командования одна задача. Когда ты уничтожаешь противника, сохранить своих бойцов. Это задача номер один. Все остальные подчиняются уже этой цели. После этого уже все остальное. Даже противнику они дадут уйти, лишнее не потерять своих людей. Понимаете? И вот в этом случае, когда вы даете женщинам, детям выйти, это очень трудно их соблюдать. Именно поэтому их и не соблюдают многие, потому что как бы оправдывают себя тем, что мы бережем своих солдат там, и так далее, и так далее. И сегодня, когда это сказали, я был очень доволен. И я надеюсь, что как можно быстрее воцарится мир. И этот внутриизраильский конфликт быстрее будет разрешен. Израиль поставит жирную точку на этом, на всем. И, конечно же, и террористы, которые управляли этими террористами, это всего лишь шпана 20 лет, 25, 30 лет, которые вот там используют. Это оболваненные фанатики, которые ничего не понимают. Многие, может быть, даже имеют основания находиться в этом во всем, потому что они 70 лет находятся вот в состоянии войны с Израилем. Им с детства, с садика, у него, может, отец воевал, погиб, дед погиб, и он сам вот его взращивает с ненавистью к евреям и так далее, и так далее. А есть люди, кто это делает, кто финансирует это все, кто вооружает это все. Есть государства, организации. Это Иран, это КГБ СССР, ГРУ, это Россия. Вот их нужно нейтрализовать, чтобы не было дальнейшей угрозы, понимаете? Но посмотрим, насколько вроде Израиль должен осознать теперь. Много евреев помогало России. Много евреев живет сейчас в России и всячески способствуют и информационно, и по-всякому в войне против Украины, во время геноцида чеченцев, российские евреи. Мы имеем претензии к Хамасу там, и к другим третьим, потому что они лицемеры. Больше, чем к Израилю, например. Потому что они лицемеры. Они говорят про каких-то братьев-мусульман, про какой-то исламский джихад, там, третье, десятое. Но когда у нас идет тот самый вот этот исламский джихад, когда идет просто геноцид, тотальное истребление чеченцев, вот эти с громкими названиями войны, в кавычках войны, абсолютно игнорируют. Я общался с представителем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аядом Идиговым и говорил, а как нам мусульмане помогали? И он говорит, мы не можем вам ничем помочь. Вот победите Россию, присоединяйтесь к нашей организации, вот тогда будем разговаривать. А так даже заявить политически, а не говорить об этом, призывать об этом, давать чеченцам площадку информационную, помогать финансово. Никак нам эти страны не помогали. Да, простые народы, люди помогали, как простые евреи помогали, простые арабы помогали, простые европейцы помогали, вне зависимости от религии, национальности, расы, японцы помогали, африканцы помогали, много кто помогал, турки, конечно же, тоже помогали. Но государства все от нас воротили нос и, наоборот, помогали России, помогали нас уничтожать. И вот теперь Украина узнала, теперь Израиль узнал, до этого Грузия узнала. И все, каждый узнает. Если кто-то думает, что будут помогать России,
Вы глубоко ошибаетесь, что вас эта сия чаша минет. Нет, не минует. И вы тоже будете также пострадавшими, потому что Россия это всегда кровь, Россия это всегда провокации и преступления. Вот как-то так. Так, хотя Палестину признают 139 или из 190 государств, а Северный Кавказ вообще кто признает? Северный Кавказ, его не существует, демократ. Не существует. Северный Кавказ это часть России. Независимым на этом Северном Кавказе является Чеченская республика Ичкерия и государство Грузия, республика Грузия. Все остальные республики это Россия. Это выбор этих людей, этих народов. Мы не можем за них говорить. Поэтому мы хотим, чтобы Северный Кавказ отделился, весь Кавказ, чтобы стал свободным. И у нас был прекрасный свой независимый Кавказ. Но тянуть кого-то против их воли или нас присоединять к России нам тоже не следует. Категорически. Мы должны заниматься деоккупацией. Народно-освободительной борьбой должны заниматься все остальные народы, которые находятся внутри России. У них нет правовых оснований тех, которые имеются у нас. И это нам очень дорого пришлось за это заплатить. Даже приходило мнение, что может нам и не надо было это все делать, потому что слишком колоссальные потери, и мы оказались вновь в оккупации. Поэтому сейчас мы должны четко понимать, что есть все народы, кто хочет отделиться, мы их поддерживаем, уважаем, ценим, готовы им всячески помогать в силу наших возможностей. Но у нас есть наше государство, которое оккупировано. И наша задача не национально-освободительное движение, как там строят разные там группы, которые здесь представляют якобы свободных чеченцев. А мы занимаемся деоккупацией нашей страны. Вывод войск, тот самый лозунг, он не потерял своей актуальности. Вывод оккупационных войск с территории Чеченской республики Ичкерия. Это вот наш должен быть единственный верный лозунг. Все остальное у нас имеется. Просто фашисты должны, оккупанты должны покинуть нашу страну. И сообщить нам, сколько они нам готовы выплатить за то, что они нам натворили, что они нам, насколько вреда они нам принесли. Если развалить Иран, Китай и Россию, зла на земле намного меньше будет. Если судить террористическую банду КГБ СССР, демократ, не нужно всех в одну кучу. Не нужно, они тоже, конечно же. Китай, он не будет дергаться. Китай медленно, видели, такой вот медленно там плывущий там кит. Вот это есть Китай. Он не будет резких движений делать, он будет потихонечку поедать планктон в огромном количестве и двигаться вот будет плавно. Главное, 80% всех терактов на этой земле, если не все 90%, прекратятся, весь ужас, все войны прекратятся, если будет суд над террористической бандой КГБ СССР. Все. И только лишь это спасет мир. Другого противоядия и для евреев, если евреи думают, сейчас сектор Газа они зачистят, там присоединят к себе там этих арабов Палестины, демократизируют, им дадут льготы, они будут под контролем, под защитой, у них будет питание, проживание, и они успокоятся, да, может быть, на определенное время эти люди успокоятся, но дальше будет опять продолжаться, потому что у России в арабском мире есть в огромном количестве, кстати говоря, чеченцев готовят именно для этой роли, пытаются готовить, мы сейчас всячески предупреждаем об этом, и я уверен, у них ничего не получится. Но мы раскусили, мы говорим о их планах, уже давно разоблачили их планы. Поэтому и Украине, и Грузии, и нам, чеченцам, и евреям, и американцам, и англичанам нужно понять, пока не будет Нюрнберга 2, Нюрнбергского трибунала 2,
как он когда-то был над фашистской, нацистской Германией, также он должен произойти над фашистской, имперской, так называемой вот этой Российской Федерацией. И над террористической бандой КГБ СССР. Над всеми. КГБ УССР, КГБ БССР и всех КГБшников. Это должно быть запрещено. Вот кто истинные террористы. Вот тогда на земле будет намного, на 80-90% зла меньше. Угар хал хосан болчан тавиру шусабо. Ой, تعال ويش ما داتسو قميتك ما هو قرافته. Ну, смотрите, вот живые примеры, как КГБшники возмущаются. Вот я про них рассказываю, и они, у них уходит нога, земля из-под ног у них уходит. Они, бедолаги, переживают. Конечно же, это вообще маленькие винтики. Они из себя очень мало что представляют. Они просто такие исполнители. Самые главные исполнители сидят на Лубянке и в Кремле. Мы все их фамилии знаем, и мы их должны разоблачать. Понимаете? И вот новая спецслужба новой России, не знаю, каких размеров будет новая Россия, но для того, чтобы она соблюдала международное право, нужно, чтобы в ясный день со стен Кремля была видна граница фашистской России. И вот тогда они будут соблюдать международное право. И вот эта новая Россия с новыми спецслужбами, они должны быть полностью подконтрольны и интегрированы в новое мировое пространство, чтобы они были абсолютно подконтрольны, чтобы не было, чтобы они тут занимались тем, чем они занимаются. Все архивы КГБ должны быть рассекречены. Все, кто был сотрудником КГБ или агентом, они получают пенсии, эта информация уже открыта. При Путине начали стукачам платить пенсии, они выходят на пенсию и уже являются такими официальными госработниками. Ну так, на западный манер они это, правда, делают. Но таким образом, дело в том, что на Западе спецслужба, она является политической службой. Да, политической спецслужбой. Она занимается защитой там, конституционных основ, защитой политиков, защитой там, государственных интересов и так далее. В России КГБ СССР является самым государством. Понимаете? Она не защищает, она есть это государство. Вот эта субстанция, которую писал Абдурахман Авторханов, это и есть фашистская Россия, которая стоит как колосс на глиняных ногах. Если вы на самом деле боретесь с фашистской Россией, вы должны бороться с КГБ СССР, ФСБ нынешнее. Также это есть КГБ УССР, украинское, грузинское КГБ есть, белорусское КГБ есть. Это все КГБшники, их не так много, их очень легко установить. Над ними должен произойти суд и люстрация. Люстрация. Ни один человек, который был связан с КГБ СССР, не должен занимать никакую должность. На примере, как в Польше это произошло, на примере солидарности, и стран Балтии. 3 стран Балтии, которых мы знаем. Там это было не так эффектно, а в Польше это было совсем эффектно. Но Польша, как мы видим, страны Балтии тоже почистились. И здание КГБ Литвы, например, находится музей, где они пытали людей, убивали там и так далее, и так далее. Поэтому вот эти вещи нам всем, хотим мы этого или не хотим, нужно будет понять, принять и действовать в этом направлении. Если хотим, конечно же, победить. Если хотим так размяться, так, не знаю, дать им повод потом с новой силой нас уничтожить, то тогда надо их покусывать, там их агентуру зачищать, там Хамас какой-нибудь зачистить, там кадыровцев зачистить, ЧВК Вагнер зачистить, там, ну сколько, миллионы у них этих банд, которых они клепают одну за одной, да. Как-то так, друзья, Дион.
Алейкум ассалам, Магас. Ашеволе. Так, давайте почитаем YouTube комментарии. Спасибо за то, что доступно, адекватно и объективно высказались о войне. Пожалуйста, Зоя, правду говорить несложно, поверьте мне. Несмотря вот эти все тролли, сейчас они уже поуспокаивались. Они, видимо, поняли, что не канает, я многих забанил. Поэтому ровным счетом никаких проблем, наоборот. Говорить ложь трудно, понимаете? Ее еще запоминать надо, ложь, потому что правду ее запоминать не надо. Сказал, и ты знаешь, что ты сказал правду, это истина. Во все времена так было и будет. Несмотря на то, что КГБ пытается создать нам 10 параллельных реальностей. Это не так. Есть одна реальность, и вы ее найдете на канале Reality. Если развалить, так, это мы бы читали. Грузия не Северный Кавказ. Как не Северный Кавказ? А что такое Грузия тогда? Асна, это правда, что Украина проигрывает войну? Нет, конечно. А кто тебе сказал, что правда? Если не удалось там в полной мере контрнаступление, о котором говорит уважаемый пан Валерий Залужный, это не значит, что Украина проигрывает. Ничего подобного. Это значит, что Украина говорит, ее генерал говорит правду. И только лишь и всего. Конечно, не проигрывает. Украина никогда не проиграет в фашистской России. Хотя, несмотря на то, что колоссальные усилия делаются не только на фронте, а в тылу ведется колоссальная работа против Украины. И мы об этом говорим, предупреждаем. Конечно, не проигрывает. И никогда не проиграет, Леон. Слава ЗСУ! Кавказцам, которые хотят независимости Кавказа от России, палестинцы вообще не могут быть ни друзья, ни союзники. Они друзья России, а следовательно, мы Кавказ с ними не по пути. Совершенно верно, демократ. Асан, даже если взять Ичкерию, ее признают только 3 государства, а Палестину признают 138 государств. Это не одно и то же. Да. Грузия получила рекомендацию Еврокомиссии о получении кандидатского статуса Евросоюза. Желаю Чечне тоже получить такой статус поскорее. Вы заслужили это больше, чем кто-либо на Кавказе. Спасибо, Андрос, спасибо большое. И от всей души я поздравляю Грузию с этим прекрасной новостью, которая не сегодняшняя, просто великолепнейшая новость. Грузины, мы с вами, давайте пробивайте дорогу. И мы подтянемся в ближайшее время. И вместе будем заседать с вами в Евросоюзе. Да, мова. Архивы КГБ до сих пор не рассекретили. Вообще, знаешь, Андро, без нашего кавказского шарма, как этот Евросоюз вообще может существовать вообще? Я не понимаю. Без нашего кавказского шарма, без нашего кавказского с нашей кавказской составляющей, которая является прародителями Европы, да, европеоидной расы. Без нас, откуда произошли все европейцы, как они вообще могли даже создать этот Евросоюз этот, понимаешь, и надо обязательно нам там всем присутствовать, да. Объявляли 2-3 дня назад, что в Брюсселе состоится Всекавказский съезд, куда прибыли со всего мира. Этот съезд состоялся, и что они решили, кто избран верховным главнокомандующим. Богдан, называть можно все, что угодно. Все, что угодно. И распространяется информация и делается. На самом деле, все то, что распространяется, всекавказские, и нужно, да, встречаться нужно и так далее. Ну, нужно смотреть, с кем мы, да, встречаемся. С кем мы, не дискредитируем ли мы себя, умышленно и неумышленно, надеясь, что они нас спасут там и так далее. Нет. Единственное, что может нас всех объединить, это реально народом избранные представители нашей власти. Это является президиум правительства. Я изучил вопрос досконально и могу со всей ответственностью сказать, что вот кто может нас представлять.
И только с ними мы можем выйти из этой ситуации. Только президиум может вывести наш народ. Потому что он является легитимной властью, с которым у России проблемы. Все остальное симулятор, который нас подчинит фашистской России. Потеряв нашу легитимность, мы станем вот разменной монетой, да, с каких-то Кутаевых, там, Закаевых, еще кого-то. Но это уже, конечно же, пройденный этап, этого не произойдет. Слава богу, чеченцы, мы не глупые люди, быстренько разбираемся, хоть нас пытаются обмануть. В силу разных обстоятельств мы оказались в этой ситуации, но быстренько уже все выруливаем, да. Так, давайте дальше. Имитация деятельности, вот и весь съезд. Да, совершенно верно, да. Грузия это Закавказье. Не Грузия, Грузия не Закавказье. Ну вообще, что значит Закавказье? Они за Кавказом находятся, это не так. Это Кавказ. Северный Кавказ, это все изобретение. Да? Есть Кавказ, вот есть наш Кавказ. Да? За Кавказе армяне себя относят не кавказцы. Они с Ирана пришли, и они не кавказский народ. Хотя у нас на Кавказе много из Ирана язычных, фарси, персидские, там языки, тюркские языки, очень много разных у нас там народов там оказалось. Да? Поэтому армяне, я надеюсь, исправятся за много веков, то, что они так служили верно фашистской России. Может, станут демократами, может, поумнеют, может, ну, никак, пока не слышал я от русских и от армян, что вот мы сожалеем, что вот мы уничтожали чеченский народ, что вот мы поддерживали их уничтожение. От всех уже я услышал. Вот недавно от еврея Горского мы слышали, да, здесь тоже вещи. А вот от армян пока не слышал. От русских тоже слышал, нужно признать, редко-редко есть самородки в русском обществе, которые по странному обстоятельству вообще оказались в этом русском обществе. Но от армян пока не слышали. Они говорят, что они за Кавказье. Мы им пока предоставляем такую возможность побыть за Кавказьем, если они так хотят. А так у нас, конечно же, тоже есть претензии к армянам. Да. Пусть будут за кавказцами. Да. Когда нам было тяжело, они открещивались как только могли. Посмотрим, когда нам станет легко. Будут они возвращаться к справедливости или нет. Да. Так, уголака. Есть ли шанс, что Россия распадется? Я не знаю, если честно, Трапперс, я не знаю. Я очень надеюсь, что Кавказ отсоединится. Я нисколько не сомневаюсь, что Чеченская республика Ичкерия в новом миропорядке получит свое законное место в Организации Объединенных Наций и последуем, вероятно, примеру Грузии будем включаться как в Евросоюз там, и так далее, и так далее. Ну, я бы хотел, чтобы Кавказ весь отсоединился. То, что Россия, я вижу, что бурятам и якутам, и татарам в России делать нечего. Хватит ли их самосознания вот в этот исторический момент? Хватит ли у них сил, самоорганизации, вот этих моментов? У нас, например, вот нас что спасает? Вот то, что у нас есть фундамент, наши юридические правовые основы, наш колоссальный человеческие жертвы, которые мы понесли, это кровь наша, которую мы заплатили, мы не можем с ней не считаться, как бы кто ни хотел. Мы должны требовать наказать виновных за преступления эти. Если мы народ, нация, мы таковыми являемся, и, конечно, мы будем требовать, и ни одна сволочь, ни один преступник не уйдет от ответственности, я в этом убежден. Будут и свои Масады, и свои отделы по Юсупу Тимирханову называться, они так, например, условно говоря, будут. А вот
татарам, которые отказались в самый последний момент, а вместо того, чтобы продолжить бороться за свою свободу, возможно, тогда бы и нам тогда удалось бы вырваться, если бы татары поднялись бы тогда. Но они согласились подписать с Россией федеративный договор и стать частью России, видя, что творят над нами. Им сейчас будет сложнее всего сейчас создаваться в новом каком-то своем порядке. Но опять же, если будут достаточные силы, например, если, я так полагаю, мне так кажется, по разным косвенным признакам, что вот, новая стратегия Соединенных Штатов и англосаксонского мира, они как бы благосклонно относятся к Татарстану и Башкирии. И назначение туда двух бывших преступников из УФСБ по Чеченской Республике, Игоря Хвостикова в Татарстан и Игоря Кочнева в Башкирию, тоже подтверждает, что Россия будет держаться, проводить теракты. Увидим всплеск исламских террористов в Башкирии, в Татарстане. Посмотрим, что будет. Но мы поддерживаем. Я хочу, чтобы Татарстан, Башкирия, я хочу, чтобы все, кто хочет, вышел из фашистской России. А как это произойдет? Я не вижу за все это время, чтобы Украина помогала это делать. Имитация была. Самая настоящая, просто симулякры создавались. И продолжается это происходить. Может потом что-то вырастет из этого, из этих симулякров, что-то достойное, ценное, имеющее значение. Ну, не знаю, как будет, посмотрим. Будем наблюдать, будем наблюдать. Салам алейкум, ва алейкум ассалам, серый. Витаю, шалом тебе. Будет ли в ближайшее время война с Ираном? Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я могу сказать одно, что те, кто поддерживает Россию и воюет на стороне России против Украины, поддерживает, как и Россия поддерживает Хамас, так знаете, их министр нападения Шойгу, в детстве у него кличка была Шайтан. Вы воюете под знаменем Шайтана. Да? В прямом смысле этого смысла. В прямом смысле этого слова, да. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Исс. Салам алейкум из Израиля, ва алейкум ассалам, шалом Израиль. Страны Балтии уже гонят узких, которые не знают местного языка. Уже плюс настолько нужно быть наглым, чтобы сидеть в Литве и говорить гадости про эту страну, больные имперские фашисты. Им просто многое разрешалось все это время, понимаете? Сейчас все удивились, ой, да как можно? Это все было, спокойно они себя чувствовали. Слава Украине, слава Ичкерии, слава Паванятка, слава. Да, правильно делают, что гонят. Они, живя в странах Балтии, никакого уважения к этим странам не испытывают. Зачем Литве, Латвии, Эстонии нужны эти русские? Совершенно верно, демократ. Чеченцы в Европе насколько консолидированы сегодня? Что вы вкладываете под скобки? Мы консолидированы, но, знаете, мы находимся в неравных условиях с другими народами. Наши все родственники находятся в заложниках. И для того, чтобы вот делать то, что я делаю, например, говорить свои мысли прямо открыто, для этого нужно вам распрощаться со всем, что у вас было в этой жизни до этого. И только после этого вы можете говорить то, что вы думаете. В противном случае вас будут преследовать, убивать, шантажировать, запугивать, пытать там ваших родственников, все и так далее. Поэтому это вот консолидация, она у нас подпольно находится, понимаете? Мы все друг друга любим, доверяем, но подпольно. А вот кто здесь открыто, смело общается, он или связан с ними, или же уже
плюнул на все дело. Так у нас есть президиум правительства. Это наш легальный, демократически избранный представитель, орган власти. Туда входят люди, которые занимали разные посты в разное время, избранные народа или избранные избранными народа. И есть симулякры, которые пытаются создаваться. Самый удачный из них это вот так называемое правительство Ахмеда Закаева. Абсолютно нелегитимное, абсолютно вредящее чеченскому народу. Чисто такое бизнес-проект, за который, конечно же, придется всем отвечать. И они заинтересованы, чтобы не ответить, чтобы у нас не было нашего государства. Вот что они заинтересованы. Северный Кавказ, Закавказье — это русский термин, да. А есть некоторое настроение мятежом взять власть на Кавказе. Будет ли от этого толк или опять путь Кадырова 2.0? Да, совершенно верно. Есть здесь такие люди, и они не все работают на Россию, у которых есть такое мнение, которые говорят, что нужно собрать силы и нанести удар, силы в Украине, нанести удар и взять власть в свои руки. Но это контрпродуктивно, это опасно для нашего народа. Наш народ находится в заложниках. Захватить власть и свергнуть там несколько сот человек, они вперед нас бросят весь чеченский народ, который они сейчас мобилизуют, поднимают там и так далее, и так далее. И нам придется убивать чеченцев, посылая убивать чеченцев. Короче говоря, мы сделаем самую настоящую бойню кровавую. Более того, когда мы это одолеем, это нисколько в этом, нисколько не будем слишком уверенными, но я полагаю, 80-90% успех будет на тех стороне, кто пытается свергнуть эту власть. Даже если там Россия находится, деньги, там все, они разбегутся, и многие перейдут на сторону народа, скажем так. Но дело в том, что если у нас не будет легитимной законной власти, легитимных законных представителей, которые будут все это организовывать, а это не будет такой шашечный такой наскок, где ты там порубал всех, и все, и ты король горы теперь, царь горы, как тут некоторые занимаются антигосударственной деятельностью и распускают такие вот коллажи разные, да, позорные. Так вот, достаточно этого не будет, если мы свергнем вот этих людей. Достаточно нужно, чтобы мир наш признал. Понимаете? Только после того, если мир наш не признан, вы свергли вот этих кадыровцев, мудыровцев, то в этот момент вы являетесь, на вас смотрят как на часть России. И вы автоматически в роли просителя у русских появляетесь. Потому что русские должны с вами разговаривать. Понимаете? И в этот момент русские не захотят с вами разговаривать. Потому что вы их людей только что перебили, прогнали, захватили власть, и вы являетесь оппонентами. И из этого следует только то, что не имея поддержки на Западе, без участия Запада, мы должны политически, правовым путем решать наш вопрос. И только после того, как мы решим этот вопрос, мы можем уже переходить и говорить России: выводи войска, которые там находятся. Вот эти все свои бандформирования, ЧВК, кадыровцы, ЧВК, полк Север, Ахмат, что у вас там есть, Росгвардия, военные, ФСБ, вооруженные силы ФСБ, полиция. Все это распускается. Оно нелегитимно, они уходят домой. И вот оставшаяся вот эта банда, которая возглавляется, вот с ней мы быстренько полицейскими методами поадресно решим вопросы, и они будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Кто окажет сопротивление, будет, конечно же, при задержании, при оказании сопротивления ликвидирован.
Поэтому только так можно решить эту задачу. Сейчас же, если решать таким образом, как нам предлагают некоторые, и опять же говорю, далеко это не пророссийские товарищи это говорят, по крайней мере, я так вижу, говорят люди, которые абсолютно искренне болеют за свой народ. Но это никак нам не приносит пользы, потому что если мы не будем решать вопрос с этими кадыровцами в рамках международного права, в рамках закона, мы, боюсь, получим нового дракона, который, убив этого дракона, сам превратится в дракона. Точно так же, как и кадыровцы, должны быть наказаны все, кто помогал начинать первую русско-чеченскую войну, вторую русско-чеченскую войну, занимался мегакоррупциями. Да, коррупция, может, там кто-то где-то чем занимался, но вот поголовно все уничтожалось, все расхищалось. Вот эти люди должны отдельно уже привлекаться к ответственности. Измена Родине, эти преступления во время войны, коррупция и измена Родины — это самые тягчайшие преступления, которые ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя прощать. Это не потому, что я кровожадный такой. Это правило про мировой практики. Ну, тогда вы не построите государство, вы занимаетесь ерундой, если вы измену Родине прощаете по-братски, там, по-святски, там, третье, десятое. Хотя есть вещи, которые имеют смягчающие обстоятельства, вынужденные меры, ну, много-много-много чего там будут рассматриваться. Но в любом случае, опять же, как бы это ни рассматривалось, как бы кого там мы не обвиняли в чем-то, все должно делаться в соответствии с международным правом, гуманитарным международным правом и с законодательством Чеченской Республики Ичкерия. По беспределу делать это как раз выгодно тем, кто хочет сместить Кадырова и потом сделать нас частью России, но якобы, как будто мы такие ичкерийцы, такие борцы за свободу, вынести этих кадыровцев всех расстрелять, не разбираясь, самое главное. Не разбираясь, кто, что просто массово женщин, детей они предлагают вырезать, что является тягчайшим преступлением не против просто этих людей, а против нашего государства в том числе. Это мое мнение личное, это ничего мнение я здесь не проецирую, это я свое мнение говорю, чтобы вы понимали. Поэтому это должно делать только лишь с законной властью в лице президиума правительства, по их согласованию, под их четким контролем. Любая военная сила должна подчиняться политической силе. Если она не подчиняется, это является бандформированиями, если они не подчиняются политикам. В Украине действующие наши силы, они подчиняются украинским военным ведомствам и государственным ведомствам. Но как только они переходят на чеченскую территорию, они должны подчиняться. Либо украинскими они должны остаться, либо они должны стать чеченскими. Кем они будут, ну, наверное, если на чеченскую землю приходят, они должны быть чеченскими. И если они будут приходить и делать все, что говорит Украина, это тоже будет неправильно. Потому что Украина думает только о своих интересах. Украина хочет развязать этот самый такой конфликт, чтобы отвлечь внимание от Украины. Мы, конечно, союзник Украины, мы, конечно, рады помогать Украине, но мы не согласны, чтобы вот эта вся мощная махина повернулась в сторону постгеноцидного, находящегося в заложниках чеченского народа, и новым катком по нему прошлась. Типа, борясь с кадыровцами, ну, там разные сценарии, там, администрация, офис президента Зеленского, там, вместе со своими разными подоляками, Геращенками и Арестовичами, там нам предлагают. Нас это тоже категорически не устраивает. Мы дали 20 лет миру, пока мы сражались, нужно было свою армию готовить против этой империи, подготавливаться. Сейчас по привычке еще на 20 лет мы просто физически невозможно. Принято, конечно, считать чеченцы сильные, они все могут, там, третье, десятое. Но это мы тогда могли, когда вы все от нас отвернулись. А теперь, когда мы постгеноцидные, нам нужно очень аккуратно, и с нашим положением тоже придется людям считаться, обращать внимание, что у нас тоже свои видения, свои интересы есть, и мы находимся не в самой лучшей своей физической и остальной форме. Хотя, конечно, семимильными шагами все наращиваем, все восстанавливается. И альхамдулиллах, да му'ла.
слава Богу, мы в ближайшее время придем к тому, что у нас будут силы, ну, сопоставимые с теми, когда мы вступали в Первую русско-чеченскую войну, например, уже в четвертую, да, по-моему, агрессию, уже открытую агрессию, широкомасштабную агрессию фашистской России против нас. Вот я думаю, в ближайшие несколько лет мы придем к этому состоянию и даже, может быть, будем еще сильнее. Как-то так, Дем. Я так это вижу. Ассаламу алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Бяк машвойло. Ва алейкум ассалам. Если пришли повестки с угрозой уголовного преследования, то есть шанс получить убежище в Германии, хоть и гуманитарную. Шанс получить есть всегда. Вам нужно добраться до этой страны. Вам нужно добраться до... Первая страна, в которую вы попадаете, вот там вам будут предоставляться. Сейчас каждым днем все хуже. Но благодаря тому, что все-таки как бы Россия ни старалась, нас не представили теми самыми ужасными там исламскими радикалами, которые трудный, невоспитуемый народ. Есть статистика в этих западных странах. У нас нету ни одних преступлений, на которых мы особо отличаемся, всплеск каких-то там областях. Хотя и в этом плане здесь в Германии Россия пробовала создавать группы чеченцев, типа как бы банды такие и так далее, ну и представлять нас религиозниками, фанатиками, там, это, третье, десятое. Это тоже им не удалось. Поэтому, несмотря на трудности, позиции чеченцев очень крепкие в Европе, слава Богу, дальше будут только укрепляться. И, конечно же, всех, кому угроза забрать на эту преступную, агрессивную войну, вы должны прийти и четко прямо сказать, что вы против того, чтобы воевать в той армии, которая вас вчера убивала, воевать против свободных людей, которые вам ничего не сделали. Ничего, только хотят жить свободно. Вот вся вина Украины в том, что они не хотели быть частью фашистской России. Как-то так. Ваша воля? Büyüstik hul izaura hayver büyüstik. Masere. Южный Кавказ, Северный Кавказ – это русский термин, но даже в этой логике Грузия владеет территорией Северного Кавказа. На самом деле Кавказ – это единое геополитическое пространство. Да, Андро, именно это я хотел сказать. Спасибо, что четко выразил мысль. Скоро все будет. Да, Мула ИСС. Да, армяне много геноцидов. Так, давайте не будем армян сейчас трогать. Друзья, я перемотаю. А сам будете так ругаться между собой, ничего у вас не получится. У нас все отлично получается, Кон-Кон. Я не знаю, о каких руганях ты говоришь. Наоборот, я всегда пытаюсь корректным быть, не ругаться и всегда уступаю даже. Если не какие-то принципиальные вопросы, я уступаю. Я не уступаю только вот тем, кто является проводником российского интереса. Вот это мне не интересно, категорически просто. Аслам, машаллах, вот ты просто сама надежда на будущее. Да, Алси дуэла, мелвиш, Ичкерия будет для всего мира выше небес. Да, Алмула, да, Алмула. Мы ругаемся только с русскими. Да, Асламбек, абсолютно так. Хорошо, хорошо сказал, да. Ир свой масле, свой Асламбек. Хамзат. Вчера рассказывал Суркой еще о русских чеченоговорящих бандюга агента Гимни. Если не сложно, повтори на сегодняшнем разговоре. Разве это было вчера?
Так, абхазцы не национальность. Те, кого вы имеете в виду, они апсу. Абхазцы, все, кто живет в Абхазии, это географические названия. Ну, Давид, я спорить не буду. Я на самом деле с большим уважением отношусь и к кавказцам, и к грузинам, и к абхазцам, и к мигрелам. Я просто со всеми с этими людьми общался. Отличные, живые, искренние люди. Ну, вот молодежь, если брать в моем возрасте. Вот такие у меня впечатления. Нам нечего делить. Понимаете, здесь в Европе нет границ. Мы, кавказцы, бьем себя в грудь, какие мы такие гостеприимные, какие мы добропорядочные, честные, красивые и так далее, и так далее. И нам будет стыдно, если в Европе, которая всегда воевала друг с другом, живет в мире, а мы такие супер открытые, добрые, честные, порядочные. Если у нас будут границы, нам не нужны границы. Я считаю, да, по периметру от фашистской России, конечно, нам нужно очень сильно гордиться, очень просто сильно. Там каждые 5 метров пулеметные вышки, ров с крокодилами. Это моя давнешняя мечта, чтобы ров с крокодилами, там 1 000 000 вольт провод с электричеством, ну и так далее, и так далее. Да. А мы должны жить хорошо и в мире. Да. Ну, может, когда-нибудь Россия станет нормальной, и мы сможем с ней жить в мире. Поэтому давайте жить дружно, друзья. Аслан, ты подготовил документы, я знаю, кому и куда писать. От руки язу ез. Соцахит из С. Губар. Ты подготовил документы, я знаю, кому и куда писать. Откуда я... От руки язу ез. Соцахит. Губар. Кит вин воша. Соцахитов. Гладиатор, минугиц, вахунти абуалбир, вубош. Только что ты писал, вот человек мне пишет. Я буду именно по таким, как ты, работать. Полчаса назад он мне пишет. Сейчас он пишет, кто ты вообще есть. Вот понимаете, тролль. Поэтому, дорогой, ты выиграл приз, Леон. Ты уходишь в бан, Леон. Ну, приезжай в Чечню. Обязательно. Ты уже все? Я все. У этого ник, я все. Приезжай в Чечню, говорит. Обязательно приеду. Щек дамовала, да. Щек дамадо, кейс гурдувай, да. Кавказские республики маленькие по территории, по населению. Зачем нам границы, как железный занавес? Совершенно верно, демократ. Абсолютно. Нам не нужны границы. Сейчас в современном мире границы ничего не значат. Мы каждый знаем каждый метр земли, кому он принадлежит уже 1000 лет. Поэтому нам никто ничего никогда доказывать не надо. Так, в Google Maps будут карты расположены. Это Грузия, это Ичкерия, там, это третье, десятое. И все. Деон. Кавказский дом без границ. Конечно, Асланбек, какой это дом, если он с границами? Чодикхильдер. И не он один приедет. Конечно, Амзат, конечно, не я один. Соца уачем те, само değildir şu. Да, возгитый дерцат. Буданов Сануилу Альвиз, да? Боже, а то я улыбаюсь, 32 зуба. Надо учиться у Буданова, как смеяться. Почему на стене нет израильского флага, Во? А ты внимательно посмотри, есть там, ты просто его не видишь. Валейкум ассалам. Види ви не видите? А улил да. Тапа, хочу question. Туксан вайвайн. Хэшвоч, гушвоч. Мадахьется. Не ожидал, вы не видите, не ожидал. Саламчик наш. И всем свобод. Спасибо, Блуди. Я уверен, тролли для убедительности пишут на чеченском через словарь. Такое было с украинцами. Да, конечно, пишут. Маты, перематы, там, троллики, там разные. Хил, вил, вельч, вил, валдог, до. Вил, вельч, вил, дерез, заразительный Дион, да.
Ну, аслан, дик усо видите, мода улхша. На кого ты нас тут забросил, Дион? Он ведь мэтр, он ведь он. Что на маму? Что до комментарии, так, хочу question, только сначала, дайте чудить слово. Всех помню, Дион, всех. Дик усо дал бухастам. Надеюсь, ты тоже в порядке, Дион. Так, вы стримат, асад, дуай, хотя даерзи, дуай, вежери. Тажимала. Тажимала, Залужный, Зеленский юqalet что humdat из диц лерсунт ахадела таумсен хуша доч цуqi конкретно нарадышт эрелел информацию здесь цундел цаидеш аддуч душу дақиумш душу Украина яқи чистк шхрел шушу дикч эго Залужный вайцхи рубог дачун из ну надежды қой нис эго шхилер да боқола цу шеш не да und дальше Залужный боқола ши не да расқшан духаллах чуц империн посмотрим. Автоматически ой союзник хлвишу из дать вордуайн. Поэтому вот я воды жигалнаш, а муца осу, так бош дать жигалнаш. Лично хажд ахилел даже из кепки шраммами осу кепку итаналел наудит. Аслан на плите руны имена высекай истории договорились дать от Михалкови дедах лять. Цаиша хударцыга дейрити юшрам юмичайли. Аязи nereye Hamzat hayta? Лох шон Hamzat, дела сразу чукваш, мекшо. Сону мацакарёк Hamzat. Яцер, со лох шон ица язи нирес. Со аца язин маш, ишхех чорсой. Мегер ду вежери, оте аер зю стрим дал мулатан пескенде дуй Ханя мекшунас. Посмотрим, да. Работы много. Занят очень интересным одним проектом, да, он даже не одним, несколькими проектами, очень интересными. Один проект очень важен в общем, для нашей республики, для народа. Второй проект тоже важен, в общем, но он еще финансово очень привлекателен, потому что нужны деньги для организации. Мне счет в банке все открыли. Будем в этом направлении сейчас заниматься, искать помощь со всех сторон. Есть еще один тоже проект, это уже связано с Европой здесь, для чеченцев, для Германии связанных. Есть проекты тоже, ну, везде много чего интересного, всего говорить не буду, чтобы не сглазить, Дион. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Бюс де галёшу, маш ойшу, дал дух да дойшу, сахами ночи турпол кам. Дерес хуршун, масан дал си дойшун. Шадик дикридушун, кармалулаш, догмадиллаш. Все будет супер. Дал мула, адикёр бюс де галёр маш ой. Всего хорошего.